Хотя... Красота какая! Фух. Виноградники, сплошные поля винограда. Сейчас подъемчики пошли. Фух. Фух. На трассе, кстати, наверное, легче ехать на 29-х. Они длиннее, выше. Вот, и на них идет накат лучше. По трассе именно. По горам я ездил что на 29-х, что на 27,5, как бы особо прям ощутимой разницы нету. Но я не заметил. Может, чуть-чуть что-то там, траектория там движения чуть-чуть может отличается. Ну чуть-чуть. Что прям большого отличия нету вообще. Газуют, газуют. Фух. Подъем, подъем, подъем. Тащим, тащим, тащим. О, 3 деления. Ха. Хватит нам доехать. Где-то по 15 км
Хватит. Впритык. Я так думаю. Тридцать сейчас. Должно хватить. Ну, до Коктебеля 100% хватит. А там дальше, если что, катить. Да я шучу. Да тут ехать, да, километров 20 где-то осталось. Ну, 25. Вот как раз в притырочку должно хватить. В притырочку. Фух. Сала. Сала. Сейчас будет скоро спуск. Крутецкий спуск. Фух. Вообще в идеале, да, ездить на 29-х по трассе и в горы. Потому что получается и по трассе классно, ну и в горах тоже нормально, по камням, по всему этому. Спуск. Фух. Ой, хорошо, как ветерочек. Прохладненький. То прям было жарко. О, хорошо. Налево. Сейчас подъем будет. Опа, залетели на подъемчик. Кафе «Бочка». По шашлычку. И потом поедем дальше. Шашлычок, бурундучок. Фух, хорошо. Night, really night.
Земля такая мощная. Красота. Красота, ляпота. Солнечная долина. Да, красотища здесь, такие места. Люблю я ездить в Судак и в Новый Свет. По-своему красивые места. Так, ну сейчас будут подъемчики пока что. До спуска нам еще далековатенько. Фу. Не пойму, где скрипит у меня. Где-то поскрипывают, а где не пойму. Где-то поскрипывают, а где-то непонятно где. Один раз я поехал в Судак, туда и назад. Два аккумулятора у меня было, это я на этом ездил, в Кубе. Два аккумулятора было у меня и зарядка. Вот я поехал в Сорженикидзе. Так, что там, очки, рано еще, рано. Поехал, значит, и вот еду по Серпатину, там вот дальше. И едет, короче, колонна велосипедистов. Человек, наверное, 12, где-то 15. И их сзади сопровождает машина, типа такой микроавтобус. Ну, ехали эти шоссейники. Вот. Ну, я ж по-моему, я на ЕМТБ ехал. Вот. Догоняю, короче, их. И, короче, включаю турбо. И, короче, их всех обошел, как стоячих. Вот. Потом уже их обошел. Так уже стал ехать не спеша, потихоньку, то подъемы, то спуски. Потом они меня все-таки догнали. Где-то вот здесь уже, в этих местах. Я не спеша уже ехал. И, короче, они меня догнали. Обогнали и поехали дальше. Но я не стал их догонять. Так, ехал уже не спеша. Вот. Ну, дело в том, что у них как? У них велосипед сам легкий. Весит он максимум килограмм 10. Вот. Плюс они в основном все легкие.
максимум килограмм на 80, ну может быть 85 там. Вот. И колеса тонкие там у них. И за счет этого, за то, что велосипед легкий, колеса тоненькие, его крутить очень вообще там, он быстрый. То есть там ты крутишь, а скорость там такая нормальная. Но дело в том, что на нем только по асфальту. Вот куда-то заехать в лес там, в горы вообще молчу. Вот, только по асфальту на нем ездить. Но это такое. То есть либо у тебя должно быть 2 велосипеда, либо 1 для всего. Но 2 это, блин, тот обслуживать и тот тоже как бы такое себе на любителя. То есть для два велосипеда нужно и запчасти постоянно покупать, и на тот велик, и на тот разные. Чтобы был и тот велик постоянно на ходу, и тот. Короче, это такое себе. Я, например, такое не люблю. Я люблю, чтобы один был для всего. И для трассы ехать, и для... Чтобы ты в горы мог подняться. Но это только электро. Потому что на обычном ты в горы не поднимешься. А катить его постоянно или нести на горбу, это такое себе занятие хреновое. Вот. А я люблю ездить в горы. Поэтому я себе взял электричку. Электричка, которая ездит везде. И по асфальту, и по горам. И обслуживание одного велосипеда, а не 2. Ну это, говорю, это так, на любителя. Кому-то нравится 2 велосипеда и за ними постоянно смотреть, кому-то нет. Есть даже такие, что у них 3 прям велосипеда. Один шоссейник, второй типа горный, а третий какой-то там еще там, как-то там они гравийники, там какие-то там еще там. Сейчас же столько их всяких разных. Да. Ворона или кто. Так, время 7:30. Спуск. Фу, доехали до спуска. Ну все. Сейчас будем лететь. На спуске лучше всего.
красота какая! На Жигуле, на Жигуле. Давай, давай. О! А здесь вообще педали можно даже не крутить, ехать так. Free. You're right. О! Дорога побитая вся. Ни к черту негодная. Близко сильно к моей полосе. Вау! Сзади никого нету. Несемся 45. О! Иху! Иху! Да-да-да-да-да-да-да. Дорога.
там нету сзади. Вроде никого нету. Осторожненько. Через полчаса будем в Коктебеле. Никого нету сзади. Ихо! Проезжаем Щебетовку, то есть мы ее уже проехали. Отсюда в Коктебель минут 20 где-то ехать. Красота, ляпота! Горы такие. Карадакский заповедник. Перекидка щелкает, собака. Проехали 46 км. Осталось километров 20, да, где-то. 46. Ну да, 46. 10 где-то. Пока 3 деления. Да хватит, да. Хватит с головой нам. 46, 56, да, где-то километров 60 за сегодня проедем. Даже не 60, может даже 65 где-то. Где-то так, да. А тут понты ехать. Раз и уже в Коктебеле. Ну вот в день для вот меня нормально проехать это вот 60 километров. Если больше, километров 80-90, то, конечно, уже тогда усталость такая уже нормальная, хочется уже отдохнуть. Ну вот я ездил
100 километров ездил, 110. Как бы так, да, напряжно. Но если бы я каждый день там ездил или через день-два, то может быть не так. А так редко, если такой километраж ездишь, то напряжно, да. Ну ладно, что сделаешь? Это я в этом ездил. В Сочи, когда был, позапрошлом году. Вот, это я с этого, как его, с озера Рицы в Абхазии ехал в Адлер. Вот там было расстояние 95 или 98 километров. У меня 2 батареи было. Я еще заезжал на заправку заряжаться. А сейчас, если ехать то можно на ЕМТБ ой, чуть не в этот провалился. Сейчас, если ехать, то у меня 2 аккумулятора стоит, а 3 аккумулятор в рюкзак, чтобы не тратить время на самой заправке, потому что, чтобы зарядить аккумулятор даже 4 амперным, это надо 3 часа. Ну, можно и не полный даже, но все равно 2 часа как бы ты потратишь. А эти 2 часа лучше потратить, ну, в дороге, на месте там, где-то там посидеть там. Вот. Так что как-то так. Фух. Да, сейчас, если ехать в Сочи, мне сейчас вообще офигенно. На большие расстояния с 3 аккумуляторами вообще бомба. На ЕМТБ можно проезжать 90, 95, вот, даже может и до 100, смотря по какой дороге ездишь, ровная там, неровная. Вот. Спуск в Коктебеле. Фух. О, хорошо, ветерочек. На спуске ветерочек. Два деления. Только что
переключилась. Ровно 8. Вообще нормально. За 15 минут долетели с Шебетовки. Это все хот-дог. Собака бродячая ходит, блин. Прям по дороге. Сейчас здесь встанем. Очки надо сменить на другие, наверное. Или еще нет. А, еще нет, еще можно в этих. Еще очень таких потемнело. Едем в этих. Пазик, блин, прижимается, паскуда. Возьми ты левее чуть, блин, прижимаешься. Сейчас будем тебя все равно обгонять. Тут ремонты идут.
же езжай. Пазики. Уазики. Пазики, уазики. Опа! Ох ты! Грузовик едет. Ну, что стал? Дастер. Дастер. Все, доехали до Коктебеля. Ночью, да? Гуляют люди. Дети ходят. Надо быть тут внимательным. Эй, собака. Эй, собака.
целые черепашки-ниндзя. Черепашки-ниндзя. Народу нормально так. Возможно. Здрасте, здрасте. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. О, какие-то ларьки поставили. Ага. Новенькие какие-то ларечки поставили. Не бойтесь. Включение из Коктебеля. Выбираемся из Коктебеля и едем в Тихую бухту. Что у нас там вверху? Никого нету. Сейчас будем тащить в горочку. Не, никого нету. О! Тащим, тащим, тащим. Не сдаваться. О! О! Проехали 55 км. Фух. 55 км. Осталось проехать километров 10 где-то. Да, прям
впритык сегодня будет у нас на турбо. Ну, хотя я на МТБ там в Меганоме поднимался наверх на ветровые вышки, а там уже спускался. Ну, понятно, спуск это так, это такое, а там уже по Судаку на турбо. Ну, получается, да. Хотя там я на МТБ, что там я проехал, вверх поднялся, сколько там, по-моему, 4 или 3 километра. Это фигня. Это фигня. Никого нету. Поехали. Скоро уже потемнеет. Уже начинает темнеть. Тут одни кочки спускаться в тихую. Попили кофейца на набережной, мороженка съели. Сзади никого.
Тит-тит-тит-тит-тит. Тирит-тит-тит-тит-тит. 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 Go. Так, тут можно уже включить дальняк. О, дальний свет. Такой именно мощный прожектора. You touch me. Сфоткаем сейчас Коктебель. О, красотища. Да, уже сейчас потемнеет. Двадцать 21:03. Надо мчать. А что у нас с этим? С компьютером? Что-то компьютер выключился. 26%. Включить экономию. Да, включить. А что мне показывает? Сохранить заезд? Нет, нам надо вернуться к заезду. О, вернулись к заездику. Ну, сейчас уже, наверное, плохо видно. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Что тут стоят с палатками или никого?
Нету. Чуть-чуть стоят. Дарапаем от собаки. Драпанули от собаки. Тырит-тырит-тырит. Да, уже почти темно. Спуск. Ночные покатухи. Горные. Ночные горные покатухи. Залеби, налеби, жеребец. Так, камера садится, уже последняя батарея, 4-я, так что на всякий случай пока скажу до новых встреч в горах и на трассе. А мы пока продолжаем движение по грунтам, горным тропинкам. Фух. Поедем сюда. Прямо. Всякие лазят ящерицы мелкие под ногами, путаются.
Ой, ой, ой. Так, сколько у нас там? А, у нас же включенный режим экономии. Хотел посмотреть, сколько проехали. КМ. Где-то уже, наверное, 60 есть. Я так думаю. Или 58, ну 59, это так. Да, должны приехать, должно быть 65. Фух. Ага, 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 ага. О, тащим, 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 тащим. Жарковатенько так сейчас пока что, потому что топим. Где-то потрескают, что ли. Go. Ох ты. О! Чуть-чуть не хватило. Залететь чуть-чуть не хватило. О. Фух. Фух. Да, жарковатенько. Опа, 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 опа. Фух. Опа. Фух, спуск на трассу Елена. Трасса Лена-Елена. Оба, оба, оба. Фух. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, секундочку. Так, ну все, мы уже на трассу сейчас выезжаем и едем в Орджоникидзе. Так что до новых встреч в горах и на трассе.